В завершении выпуска в эти дни в Хабаровске проходит конкурс мастеров национальных ремесел Преамурья. Свои работы из бересты, меха, рыбьей кожи и дерева представили мастера из всех районов края. Таким образом, организаторы мероприятия хотят поддержать мастеров и интерес современных представителей коренных народов к исконному ремеслу. Стас Михайлов продолжит. Привезенные работы тщательно осматривает комиссия и выносит вердикт – искусство это или просто сувенирная поделка. Подлинных народных талантов, констатируют судьи, сейчас мало, поэтому цель конкурса – заинтересовать аборигенов их же самобытной культурой. За этой классической традиционной формой чувствуется характер народа, будем так говорить, его этническая принадлежность. А это важно – нести свою культуру. Всему, как говорится, миру, нести свою культуру, свою избранность, свою непохожесть, быть каким-то отличным, любить это и не стесняться своей культуры, не стесняться своего лица. Доходы мастеров от продажи мелкой сувенирной продукции и так невелики. А для того, чтобы сшить, к примеру, настоящий этнический халат из рыбьей кожи, в котором все ручной работы, уходит около года. От этого и желания учиться этому самому древнему в Преамурье искусству нет. Мастерица Валентина Бельды одна на весь Нанайский район занимается изготовлением халатов из рыбьей кожи. Начинала когда-то с чехлов для телефонов и портмоне. Приезжай, да? Вот научите, глаза горят, все. Говорит, научите. Ну, все, я делаю мастер-класс, все. Потом встречаю через полгода. Я говорю, что-нибудь шила, хоть маленькое что-нибудь. А она уехала уже полуготовая, там, например, чехол из-под телефона, да? Она говорит, нет, ты что, говорит. Я приехала, начала, это не для меня, я бросила, все. Конкурс задумывался для того, чтобы поддержать мастеров. Но поддержка эта носит скорее символический характер. Самые мастеровитые получат призы от 500 до 3000 рублей. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.